Всем привет! В первую очередь я хочу познакомить вас с нашими сегодняшними гостями, корреспондентами школьного телевидения 35-й школы. Алина. Привет. Ира. Привет. Мы активно сотрудничаем с ребятами и помогаем им развиваться в области тележурналистики. Поэтому в этом выпуске мы решили сделать такую небольшую коллаборацию наших команд. Первое наше блюдо – это испанский холодный суп гаспачо. Ух, как интересно звучит. Однако все готовится очень быстро и просто. Нам понадобятся спелые томаты, лимон, красный болгарский перец, огурец, лук, петрушка, чеснок, перец, соль, оливковое масло и лед. Сперва томаты складываем в большую миску и заливаем кипятком на 1-2 минуты. Затем обдаем помидоры холодной водой и очищаем их от кожицы. Далее томаты разрезаем пополам и удаляем семена. Складываем все в кастрюлю. Болгарский перец очищаем от семян и внутренних белых перегородок. Сам перец нарезаем на кусочки и кладем туда же. Очищаем несколько зубчиков чеснока и добавляем к помидорам и перцу. Далее туда же кладем щепотку соли, перчим и добавляем 1-2 столовые ложки свежего сока лимона и 1-2 столовые ложки оливкового масла. Измельчаем все до состояния пюре. Огурцы очищаем от кожицы и разрезаем вдоль на 4 части. К ним добавляем мелко нарезанный зеленый лук. Смешиваем нарезанные огурцы и лук с томатным пюре и еще раз все тщательно блендерим. При желании в конце можно добавить кубики льда и зелень. Чем холоднее суп, тем лучше, поэтому после завершения можно поставить суп в холодильник. Наш гаспачо готов. На очереди у нас итальянский овощной суп минестроне. Готовить его со мной будут Саша. Привет. И Злата. Привет. Для него нам необходимы сельдерей, морковь, лук, картофель, кабачок, болгарский перец, оливковое масло, консервированная фасоль, перец, соль, итальянские травы, чеснок и зелень для украшения. В целом единого рецепта нет, и вы можете выбрать овощи по вкусу. В кастрюле поджариваем лук и чеснок на оливковом масле, пока лук не станет мягким. Овощи нарезаем по вкусу кубиками или соломкой. Добавляем 1 чайную ложку соли, морковку, сельдерей, болгарский перец и кабачок. Хорошо перемешиваем. Кладем итальянские травы и черный перец. Готовим на медленном огне 5-8 минут. Далее добавляем оставшиеся ингредиенты, накрываем крышкой и готовим до тех пор, пока картошка не станет мягкой. При подаче можно украсить минестроне свежей петрушкой или тертым пармезаном. И завершает нашу сегодняшнюю подборку французский классический суп-пюре вишесуаз. И готовить его сегодня со мной Егор. Привет. И Лера. Привет. Нам понадобится теплый бульон, молоко, жирные сливки, картофель, сливочное масло, зеленый лук, лук-порей, черный перец, молотый мускатный орех и соль. Куриный бульон мы отварили заранее. Картофель очищаем и нарезаем небольшими кусочками, а белую часть лука-порея режем кольцами. Затем в кастрюле растапливаем небольшой кусочек сливочного масла и добавляем лук-порей. Пассируем лук до мягкого состояния на среднем огне, но следим, чтобы он не стал румяным. Далее к луку добавляем картофель и перемешиваем. Вливаем бульон и варим до готовности картофеля 20-25 минут. Затем добавляем стакан молока, соль, черный перец и взбиваем все блендером в однородную массу. Добавляем мускатный орех и полстакана сливок, соль и перец по вкусу. Хорошо подогреваем, но не доводим до кипения. Подавать суп вишесуаз можно теплым или холодным, присыпав свежим луком. Вот такое легкое и небольшое меню у нас получилось. Приятного аппетита!